Доброе утро! Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики проводит рейдовые мероприятия по пресечению незаконного оборота древесины. У нас в гостях начальник отдела Федерального государственного надзора и Федерального государственного пожарного надзора в лесах Министерства природных ресурсов Чеченской Республики Абдул-Рахид Гетаев. Доброе утро! Вы проводите рейдовые мероприятия, значит, проблемы существуют. Ну, есть, конечно, проблемы не в таких масштабах, как в других субъектах Российской Федерации. В соответствии с статьей 54 Лесного кодекса Российской Федерации, транспортировка древесины любым видом транспорта должны провести сопроводительным документом. Сопроводительным документом указывается собственник данной древесины, грузоотправитель, грузополучатель, объем, порода древесины и государственные номера транспортных средств, на котором проводится, то есть перевозится древесина. На какую древесину распространяются требования данной статьи? Требования данной статьи распространяются на всю древесину, транспортируемую на территории Российской Федерации. Единственное исключение – это если человек является индивидуальным застройщиком, он себе выписал древесину, на это должно быть договор купли-продажи древесины. А какие меры предпринимаются при нарушении законодательства? Транспортировка древесины без соответствующих документов является нарушением действующего законодательства. За нарушение данного законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тысяч с изъятием данной древесины и транспортных средств. На юридических лиц то же самое, только штраф чуть повыше, от 500 тысяч до 700 тысяч, тоже с изъятием древесины и транспортных средств, на котором перевозится древесина. И какие меры предпринимаются для предотвращения правонарушения? В целях предотвращения данного нарушения Министерством природных ресурсов заключено соглашение с МВД по Чеченской Республике, создана межведомственная комиссия, разработан план, график проведения мероприятий по пресечению данного вида нарушения, разработаны графики проведения совместных рейдовых мероприятий. И регулярно мы на постах ГИБДД проводим совместные рейдовые мероприятия по данному направлению. То есть сотрудники ГИБДД в курсе и работают вместе с вами? Да, вместе с нами. Даже и сегодня наши сотрудники проводят рейдовые мероприятия в Сунжинском районе. Вчера проводили рейдовые мероприятия в Шелковском районе и 20-го в Шалинском районе. Это все мероприятия, которые проводятся сейчас? Нет, по пресечению незаконной рубки мы проводим совместные рейдовые мероприятия в районах. У нас есть мобильные патрульные группы, где имеются представители администрации, районных отделов и лесничества. Также у нас есть межведомственная рабочая группа при прокуратуре. Тоже проводим совместные рейдовые мероприятия. Результатом этого вот недавно в Русматанском районе проведено рейдовое мероприятие, выявлено значительное количество самовольных рубок, проводится расследование с прокуратурой. Какая работа проводится по восстановлению лесов в нашей республике? У нас по восстановлению лесов проводится огромная работа. Выявляются участки, где это можно проводить. Я цифры точно сейчас не помню, но у нас проводятся посадки в Шелковском районе, в Курчалойском, Гудермесском, Урусматановском районах. Проводится такая работа. Спасибо большое за интересную беседу. Желаем вам успехов и удачи в работе. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Далее рекламная пауза. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.